вот с юных лет, с молодых лет Гасан аль-Кадари приобщился к этой общественной работе вот с молодых лет, и его народ уже знал как своего лидера, как своего защитника. В этом отношении вот хочется подчеркнуть, что Гасан аль-Кадари ведет дневник своей жизни, вот с юных лет ведет. В этом дневнике он и рассказывает, как он встречается с этими людьми из бедных масс, от бедноты, которые, значит, ждали какой-то помощи, ждали. Вот это было время, когда российское законодательство не было внедрено в дагестанскую действительность. Еще бытовали традиционные адаты, законы шариата. В этих условиях должен быть какой-то посредник, который бы регулировал вот эти отношения и вот это плавный переход от шариата, от адата, законодательства государственного. Этот переход должен был пройти, конечно, он безболезненно никогда не проходил, но должен был проходить вот с разъяснениями массам, как это должно быть, как вот эти российские законы должны внедряться, как следовать им. Российская власть в Дагестане, она же не была такой жесткой в отношении религии. Она не была жесткой. Ведь сохранялись медресе, светские школы были, рядом медресе. У Гасана аль-Кадари, позже, когда он открыл светскую школу, у него рядом со светской школой функционировал и медресе функционировал. А между прочим, вот мы вот пример Услара, ученого, генерала-филолога, он приехал в Дагестан, чтобы восстановить дагестанскую азбуку, дагестанскую письменную графику, все сохранить. Ведь это все, ведь российская власть здесь не внедряла силой русский язык. Вот. Точно так же сохранялись и религиозные эти предпосылки, религиозные адаты, религиозная жизнь, религиозная работа. Все это сохранялось, все это. Никаких препонов на этом пути ведь не было.